Инвестиционный проект «Москва-Резорт» в Абхазии будет располагаться на первой береговой линии Черноморского побережья и включает рощу Пицунской реликтовой сосны. Такое уникальное сочетание позволяет обеспечить размещение пятизвездочного гостиничного комплекса с живыми апартаментами. Площадь застройки 45,4 гектара, из которых 28,9 гектаров предусмотрено под гостиничный комплекс. На территории комплекса «Москва-Резорт» будет располагаться 47 вилл, эко-отель на более чем 600 номеров, 1305 апартаментов, различные спа, рестораны, бассейны и прочая инфраструктура. Что может сделать ответственный инвестор, чтобы не испортить, а обогатить этот уникальный уголок земли? Конечно же, сохранить природу. Озеленение фасада гостиничного комплекса предусмотрено в виде вертикального сада. Нам Абхазия нравится. Мы считаем, что этот проект должен вписаться в совершенно климатическую зону, чтобы не было это просто бетон, а это будет гостиница абсолютно вся зеленая. И, конечно, это будет создавать определенную привлекательность для отдыхающих, для туристов. Объем инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. Это очень серьезный объем. И у нас есть уже договоренности и с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение 3 лет это будет порядка 1500 рабочих. В гостинице чуть более 700 мест, и рядом будет построен также, так сказать, апартаменты на 1000 мест. Объем налогов в течение 10 лет будет порядка 5 миллиардов рублей. Только туристический оборот порядка 150 тысяч человек в год. То есть это, конечно, прибавит совершенно серьезный объем туристов со всех уголков, я очень надеюсь, и бывших стран СНГ. Мы очень рассчитываем, что к нам приедут и белорусы, и казахи, и отчасти, может быть, и Украина приедет. Мы всех ждем, всех будем вместе с вами, будем рады. Депутатский корпус, вы все настроены на эту большую совместную работу. И я очень надеюсь, что таких отелей, которым мы займемся в ближайшее время, с вашего благословения, их будет не 1 и не 5, как в Турции, а минимум 50. И тогда миллионы туристов вспомнят об Абхазии, вернутся сюда и будут наслаждаться отдыхом. А в Абхазии появятся рабочие места и, конечно, серьезная налоговая база. Над инвестиционным проектом «Москва-Резорт» работали европейские архитекторы из первого десятка. Один из них, архитектор из Италии Рокко Валентини, имел возможность презентовать гостиничный комплекс «Москва-Резорт» онлайн. Все объекты, которые будут находиться на территории, будут связаны между собой, и главное преимущество в том, что они все будут иметь выход к морю. Некоторые здания будут выходить и к озеру, и к лесу. При этом со всех номеров будет открываться потрясающий вид. Объект «Москва-Резорт» будет вводиться поэтапно. Будет задействована большая проектная группа. На данный момент, как сказал наш руководитель, нет объектов даже в России подобных, но тем не менее проектный офис, как я сказал, сформирован. На данный момент рассчитывается 22 человека. К концу 2022 года он будет насчитывать порядка 80 человек. На период строительства будет привлечено 1500 человек в пике рабочих, которые будут работать здесь, которые нужно размещать, кормить, обслуживать. Это тоже дополнительная инвестиция. Обслуживать 700 номеров и 1300 апартаментов будут 1500 человек постоянного персонала, которые будут также находиться на территории Абхазии постоянно. Мы очень надеемся на приток кадров из Абхазии, которые славятся своим гостеприимством. Для того, чтобы подготовить этих людей, мы создаем школу, которая будет обучать и выпускать людей сервисных профессий. Есть 3 важных фактора, которые необходимо отметить при реализации этого проекта. Первый, который беспокоит всех, а в состоянии ли мы это сделать? Да, потому что ровно за границей мы реализуем аналогичный проект, который на сегодняшний день построен уже на 30%, а стартовали мы только в начале года. И этот проект не просто международный, в этом году он занял все премии, то есть 3 из 3 возможных премий на международном уровне в Лондоне European Property Awards. Поэтому опыт реализации этих проектов и по скорости, и по инфраструктуре, и по объему у нас есть. И мы делаем их на международном уровне. Второй вопрос. А сделали мы с вами уже хоть что-то для того, чтобы этот проект продвинулся? И здесь вот Александр Николаевич подчеркнул, и я отдельно хочу поблагодарить представителей правительства Абхазии,
Кристина Константиновна, извините, просто вас персонально. Два программных документа и соглашение о особом режиме инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия и важнейшая программа, которая реализуется под руководством президента, говорит о гармонизации отношений, правовых отношений между Россией и Абхазией. Это те два фактора, те два фундамента, которые уже строятся. И если мы их построим, уверяю вас, это вопрос не наш. Это вопрос инвестиционного базы и фундамента, который будет создан в Республике Абхазия. Спасибо за то, что уже сделано. Ну и третий фактор. Мы должны отчетливо осознавать, что не завершив эти проекты, не доведя их до конца, мы не сможем ни финансово, ни инфраструктурно, ни экономически обосновать реализацию здесь крупных масштабных проектов. Это большущая работа, и синхронизировать ее сейчас на всех этапах – это важнейшая задача для нас всех. Мы открыто идем на этот проект, понимаем, что у нас есть опыт, понимаем, что у команды президента есть желание, возможности и силы для того, чтобы все это изменить. И мы, несмотря на все те риски, которые нам прогнозируют, мы говорим, что мы обязательно этот проект реализуем, потому что он не может быть не сделан. Премьер-министр Александр Анква поддержал проект, отметив, что без серьезных инвестиций самостоятельно сдвинуть с точки абхазскую экономику невозможно. Мы сегодня находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Так вот, правительство Абхазии говорило, говорит и будет говорить, без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Мягко говоря, это околонаучные разговоры. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан. И поэтому то, что сегодня предлагается, то, о чем здесь вы говорили, уважаемый Александр Николаевич, ваши коллеги, это достойно уважения прежде всего. Во-вторых, это достойно срочной поддержки. И я уверен, это наше общее консолидированное мнение. По-другому ничего не получится. Надо будет думать о том, где взять 300 миллионов ежемесячно на выплату пенсии нашим гражданам. Где взять пенсионному фонду в год 1 миллиард с лишним на выплату абхазских пенсий и пособий. И многое другое. Это взять из безвоздушного пространства невозможно. Это может сделать инвестор, который согласится на наши условия, и мы согласимся на его условия. Я бы очень хотел, чтобы следующий проект аналогичный звучал на территории Восточной Абхазии. В Восточной Абхазии не менее красивые места, не менее привлекательное море, не менее красивые горы. Президент Аслам Жани отметил, что инвестиционный проект «Москва-Резорт» является беспрецедентным по своим масштабам на территории Абхазии. То, что вы услышали, очень убедительно. Александр Николаевич, мы пригласили руководителей правоохранительных органов. Они плохо знакомы с этой темой. Я хотел, чтобы коллеги в погонах прониклись всей серьезностью и необходимостью реализации данного проекта. Абсолютно убежден в том, что на всех этапах реализации данного проекта будет обеспечена безопасность всех участников. Правила, которые будут выработаны, они будут для вас неизменны. Большинство наших граждан такие подходы разделяют и поддерживают. Есть определенное количество людей, которые с чем-то не согласны, они тоже имеют право на высказывание своей точки зрения. Мы абсолютно убеждены в том, что делаем то, что необходимо и актуально. Поэтому я хотел бы всех поблагодарить. Будьте здоровы, счастливы и успешны. Строительство инвестиционного проекта «Москва-Резорт» будет начато в 2022 году и завершится в течение 3 лет.
Алика Трапш, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.